Производственная практика на первом курсе, на последнем курсе уже трудоустройство. Это федеральный проект «Профессионалитет» нацпроекта «Образование», где обучение в техникумах проводят сотрудники ведущих предприятий региона. Они же разрабатывают программу. В Коми первый набор стартует в сентябре 2023-го. Про учебу не для галочки. Анна Зубарева. Больше никакой долгой адаптации на рабочем месте и переучивания после получения диплома. Разрыв между уровнем подготовки и тем, что требуется на современном производстве, призван сократить профессионалитет. Подготовка кадров под запросы работодателя, сокращенная программа обучения, закупка нового оборудования. В Сыктывкарском лесопромышленном техникуме модернизируют 2000 квадратных метров. Это именно мастерские. Будут созданы не просто новые мастерские, а мастерские именно с таким оборудованием, на котором будут работать в дальнейшем наши выпускники на предприятиях-партнерах. Обучение электромонтеров, сварщиков, операторов, машинистов и мастеров по ремонту авто стартует 1 сентября следующего года и займет 2 года 10 месяцев. В программе сократят теоретическую часть, пересмотрят модули, будет сокращена учебная практика и увеличена производственная. Меня не смущает, мне кажется, наоборот, даже сокращенные сроки обучения дают больше шансов на непрерывное образование. То есть у меня сын, например, освоит профессию, да, и далее поступает в высшую профессионально-образовательную организацию, почему бы и нет. К лесопромышленному кластеру профессионалитета присоединились Сыктывкарский лесопромышленный техникум, столичный политех и автомеханический техникум. В них увеличивается количество бюджетных мест до 350. Но родители интересуют и трудоустройство. К слову, на МОНДе СЛПК сегодня работает 1700 выпускников местных техникумов. Родители переживают, что ребенок идет в среднее специальное образование. У нас большое количество примеров, когда руководители начинали свое образование либо с СЛТ, либо с СЦБТ. Дальше они повышали образование, дальше они росли по карьере. И сейчас начальники управлений, начальники производств, успешные руководители. Задача профессионалитета – динамично подстраиваться под потребности экономики. А еще делать так, чтобы молодежь оставалась в регионе. К нам в школу пришли с открытым классным часом и рассказали, собственно, о программе «Профессионалитет». И такие мысли как бы появились, очень интересная программа. То, что они бесплатно обучают еще и за такой краткий период. И плюс все практическое обучение происходит на практике. Производственная практика на первом курсе, а на последнем уже трудоустройство. Для молодых людей это возможность сразу устроиться по специальности на предприятии, которое твердо стоит на ногах. МОНДе СЛПК, как развивающаяся компания, беспрерывно усиляет команду. И молодежь всегда в приоритете. Каждый год мы берем на производстве и механиков, и электромонтеров, и мастеров КИП. Это всегда актуальные, востребованные профессии. Да, если мы понимаем, что в каком-то временном периоде мы не можем взять на открытую ставку, то мы вводим дополнительные стажировочные позиции, они у нас называются Next позиции. Мы берем молодых ребят, мы готовим, мы в течение года смотрим, что куда высвобождается в рамках структуры. Сотрудники компании уже участвуют в жизни студентов. Проводят мастер-классы, наставляют на производстве, присутствуют на выпускных экзаменах. Под шапкой профессионалитета отношения СУЗов и работодателя выйдут на новый уровень. Специалисты практики разработают программу обучения, а затем сами будут проводить занятия. Поступление, обучение, практика, трудоустройство. Вот что нам надо. Да, у нас есть показатель. 85% всех выпускников по программе «Профессионалитет» должны быть трудоустроены. Но у нас все-таки амбициозные задачи, 100% мы должны достигать. Федеральный проект «Профессионалитет» должен стать локомотивом комплексной перезагрузки системы среднего профессионального образования в Коми. Анна Зубарева, Роман Боровиков, телеканал «Юрган».